Добрый день, дорогие друзья! Мы в студии детско-юношеской библиотеки, и у нас сегодня в гостях замечательный, интересный собеседник. Это артист балета Бурятского государственного академического театра и балета Михаил Овчаров. Михаил, очень рада, что вы все-таки согласились на нашу сегодняшнюю встречу. Так как в библиотеке очень много направлений работы. Во-первых, хочется поздравить вас с заслуженным артистом, Республики Бурятия. Вы получили в 2020 году. Спасибо. Так что у нас еще и заслуженный артист. Вот. Библиотека работает по разным направлениям, и в том числе, конечно же, это литература и творчество. Но современная библиотека сегодня – это площадка для реализации творческого какого потенциала наших детей, молодого поколения. И, наверное, лейтмотив нашей сегодняшней беседы будет крутиться, может быть, о вашей профессии. Такой вот, как получить. А вообще у нас проект «Умочка» называется «Работа с одаренными детьми». И мы в конце, наверное, с вашей беседы тоже посмотрим вот этот термин «одаренные дети». Может быть, и одаренный ребенок, они все одаренные, только надо попасть, А на вашем примере, наверное, все это и узнаем. Расскажите о себе немного, и я буду как-то вмешиваться в ваш, так сказать, рассказ. Хорошо. Начать надо с того, что я родился в городе Иркутске. Поступил в хореографическое училище, когда мне было 10 лет. Это в Улан-Удэ? В Улан-Удэ, да. Я приехал в Улан-Удэ с отцом, мы приехали, поступали. Я помню, весь наш класс, парней всех взяли. Девочек, там были проблемы какие-то, не помню, взяли, не взяли их всех. Но был очень большой класс. Большой класс. Подождите, вы в Иркутске в какой-то кружок ходили. Наши зрители сегодня, читатели, это молодые родители. И, конечно, вот сейчас это поколение, они хотят отдать во всевозможные кружки, сделать своего ребенка, конечно, дать ребенку путь такой творческий, большинство. Не все же сразу математики думают, будут, артисты лучше с детства, Так что вы там, в Иркутске, еще занимались в кружке, да? Да. Получается, полгода где-то походил в кружок. Вообще началось все с того, что я учился во вторую смену. И с первой смены, не получалось. И родители решили меня отдать в кружок. Сначала я поступил в музыкальный кружок, начал заниматься на фортепиано. Это тоже важно. Да, но я был тогда еще маленький, и помню, что я очень плохо понимал вообще музыку, и на пение меня отдали, и петь пытался, но что-то я помню, что как-то не лежало к этому у меня. А потом записали в хореографический кружок, и там педагог заметила, начала со мной работать, даже где-то немножко индивидуально работали. Помню, растягивать меня начали. Я тоже про растяжку. У нас как-то тоже в свое советское время в школу приходили и отбирали прямо для театра малышей, а мы такие разные все были. А я такая худенькая была, а у нас такой был мальчик полный. И вдруг он как начал растягиваться, и его берут, а нас никого не взяли. И вот это, видимо, растяжка, нужна какая-то. Для танцев необходима гибкость, пластичность, потому что это в дальнейшем играет очень большую роль на то, насколько танцор может, допустим, преодолевать какие-то физические нагрузки, или на то, как он будет смотреться, и плюс это уже стандарты становятся, без шпагатов уже артист балета, он не будет классическим танцором. Как гимнаст какой-то, но в то же время с творческой какой-то такой, наверное, слушать музыку уже ведь надо, Похоже, начальное обучение похоже, конечно, на гимнастическое, хотя там и есть, конечно, эта терминология, батман-тандю, плие и все остальное, но физические данные очень важны для человека. Первый раз на пуанты, вы это встали, это в каком возрасте-то? Это же так тяжело. На пуанты стоят девочки, а мужчины, юноши, они танцуют на полупальцах. То есть, на кончиках, пальцы сгибаются, получается, так, но полностью не встают. Это чисто женский танец. Это физиология еще, видите, какая интересная. Вообще это все исторически сложилось. Когда-то первая балерина встала на палец, и это всем понравилось, публике, и это показывает силу. Во-первых, сила характера, это же надо встать всем весом на кончик пальцев. И тогда еще туфлей-то специальных не было, которые пуантами называются. Сейчас современные, уже все есть и продается разное,
приспособления уже легче, наверное, чем это было? Ну да, сейчас разная обувь, разные фирмы выпускают, и они же специально под разные стопы делают обувь, чтобы удобно было. Ну, хотя посмотришь, конечно, вообще танцевать на пуантах очень сложно. Ну, вот сейчас девочки, да, вот молодые мамы нас слушают, во сколько поставить можно девочку? Ну, в 3 года нельзя, в 5 или во сколько? Есть вообще вот признано в 10 лет. В 10 лет начинается обучение, да, профессионально. Но если не брать пуанты, то вообще, я знаю, с 5 лет детей уже можно отдавать в кружки, там растягиваться, да, гибкость развивать. Да. Ну и вообще, даже если не для танцев, то это очень важно для самой физиологии. Потому что тело развивается, да, суставы все развиваются, получается, позвоночник, не будет там сутулости, например, да, или каких-нибудь любой девочке вообще в жизни пригодится это. Да. Ну и вообще я знаю несколько людей, у которых там, разные были, получается, какие-то физические недостатки, и которые с помощью растяжек и упражнений специальных, гимнастических, там, определенных, они исправили эти недостатки. Это же потом, в детстве-то это легко исправить, а уже потом, когда возраст, допустим, уже начинает не позволять каким-то суставам двигаться так, сформировались, да? Да, все закостенело, и поэтому уже в дальнейшем это невозможно сделать. Да. Вот так мы отклонились, а теперь еще от вашей биографии. Вы в 10 лет и заканчиваете наше хореографическое училище, класс? Дамбаева Берто Цимдаржевича. И спасибо ему тоже скажем, да, в путь, как говорится, когда первый учитель, наверное, как в школе первый учитель, так и у вас здесь, да, в творчестве. Он выпускал нас, а вообще начинала педагог Кожемянченко Елена Германовна. Она, получается, начала, 2 года у нас провела, младшие классы. Было интересно, хорошо, но потом уехала в Китай. Да, потому что она одаренный педагог, и, впрочем, сейчас она работает вообще в Австралии. Да. Привет в Австралии, если нас будут смотреть. Ясно. Потом у нас был такой период, когда не было педагога. То есть разные педагоги приходили, заменяли, вели класс. И было тяжело, потому что разные требования, да, как-то... Детки ломаются, наверное, там, да? Кто-то уходил, наверное, уже уходит постоянно. Потому что, такую нагрузку выдерживать очень сложно, и остаются только те дети, которые, действительно могут это труд, это любая профессия труд, где умственный, где физический. Физическое, конечно, это труднее ребенку совладать именно в том возрасте. Здесь, наверное, родители должны помочь, да, Михаил? Вот так вот. У вас была поддержка? Или вы прям сами такой собранный был мальчик? Я вообще помню, с детства был такой собранный. То есть у меня уже был развитый мышечный аппарат. Но это все благодаря, наверное, в детстве у нас было, получается, стадо коров. Вот так вот. И мы косили сено, все это собирали. В общем, труд он сформировал тело. И уже изначально мне было довольно легко. Это классно. Хочется много еще, время у нас тоже ограничено. Сейчас вернемся. И как молодой человек, и уже в каком возрасте вы заканчиваете училище, да, и у вас артист балета написано, и вдруг за рубеж, Америка. И такой есть, да, в автобиографии у Михаила. Я прочитала, и мне кажется, и позавидовать можно, и думаешь, как попадают туда, и потом почти сколько лет вы за рубежом? Вообще, того 5 лет я был. Но в Америке я 3 года был. В Америке 3 года, да. Это значит, мы сейчас еще расскажем нашим зрителям, что какие-то программы есть, что-то где-то можно прочитать, и как поехать-то? Тоже интересно же. Сейчас я интересуюсь тоже этими вещами. Есть разные программы, но со мной случилась совершенно другая история. Как все началось. Я заканчивал хореографическое училище здесь, и, получается, начинал уже подыскивать работу. И в то время все говорили о загранице, что это так интересно. 2000-е годы, да? И насколько я понял, что просто сами артисты очень мало ездили раньше. Только попадали в самые, допустим, известные большие труппы. Именно в труппах, труппы попадали, и эти труппы, они ездили, но их было тогда немного, и и все мечтали об этом. И я мечтал тоже выехать за границу, посмотреть вообще мир. Ничего себе. А так получилось, что у меня родной дядя, он уехал в Новую Зеландию, уже давным-давно уехал, и через него, получается, я вышел на педагогов,
Это школа была новозеландская, ну, да. Проговорите, новозеландская школа, да? Новозеландская школа танцев. Школа танцев, да. вот. Да, ну тогда она была. Она сегодня существует? Да, она уже академия стала. Академия? Да, уже получила статус большой. Ну, в общем, получилось, что мы начали собирать документы, я отослал видео, это видео прошло. И вообще я искал работу, конечно, а видео дошло до директора школы. Ничего себе. Да, и мне дали стипендию. Вот это и да. так и получилось, да. Ну что, вот у них, получается, программа есть, и они... Ты вы же поехали с языком уже, с английским? Нет, не было языка, мы учили французский язык. Вы французский? Да, потому что вся терминология балетная, она же на французском языке. Да. Понятно. И в дальнейшем вот я приехал, 2 года отучился, выучил язык, выучил там новые виды танцев и занимался, ну, не только балетом, и современной хореографией, и даже цирком немножко пробовал. Было очень интересно, но мне что понравилось, там позволяют условия. Очень хорошие условия, большие залы, ну, как-то все получается в одном здании. Но вот у вас уже опыт, извините, перебила, опыт был здесь, вам преподавали и там преподают. Вот сама школа, она сильная тоже там, как вот преподаватели, или наши все-таки сильнее требуют? Ну, у нас... Говорят, что на Западе немножко посвободнее даются там уроки. Ну да, там просто как бы вообще, мне кажется, сама психология у людей другая. Ну, да. А у нас, у нас школа хорошая, Вагановская школа, она считается самой лучшей в мире. Вот я о чем и говорю, да. Но современный танец у них очень сильный. Современный. Да, современный танец прямо, видимо, люди раскрываются. Они понимают, что такое танец. Вот у них именно вот как-то психология, может быть, на это. Ну да, они же все через язык танца, через творчество подают, да. Мы немножко, может быть, не то что зажаты, а может быть, у нас какой-то есть стереотип, что так не расслабишься, как они, да? Ну, сейчас может быть. Это годы те были еще. Ну, вот тогда я понимал это так, что, вот, допустим, вот у нас школа, да, балетная, и мы чисто занимаемся балетом, и был народный танец еще. А они занимаются всем сразу. То есть они учат и балет, и современный, там, и народный танец пробуют, и еще разные стили современного танца, и хип-хоп, там, и всякие, попсовые танцы. Ну, это называется прям творческое развитие личности. Вы эту школу прошли, и потом вы попадаете в город Талса. Это штат Оклахома. Это небольшой город. Как вы тоже туда попадаете? Работу тоже искали уже? В новозеландской школе танцев я работал с хореографом. Мы ставили номер, как бы всем понравилось, и ему понравилось работать со мной. А он являлся, получается, постоянным хореографом в Талском балетном театре. Да. И он порекомендовал меня, и мне прислали контракт. Вот видите, как это же называется путь творческий и судьба, да? Вот, судьба артиста называется, да? И она же, конечно, еще только начало вашей судьбы, карьеры, да? Вот. Город Талса, мне тоже посчастливилось там быть в свое время, потому что я тоже по программе ездила, по библиотечной программе. И я помню, что там жил Евгений Евтушенко, и умер же он в городе Талса, штат Оклахома, в 1917 году. Не слышали там, вот, он не выступал там? Потому что такого не слышали. Ну, город большой, конечно, 400. Евтушенко-то я, конечно, знаю. Понятно. Но тогда, просто я работал, я тогда еще и молодой, и у меня были другие интересы. Евтушенко это не ваш, можно сказать, с утра до ночи мы работали, поэтому я только приходил домой, ужин, спать, и с утра все начиналось. Ну, город такой хороший, чистый такой, он почти как наш, наверное, по населению, да, такое. Ну, может быть, даже больше. Но вот если брать по площади, то он огромный. Я помню, там просто вот эти магистрали постоянные там. Ну, там-то чисто английский язык. Мы же там там есть все равно у них акцент, вот этот ковбойский акцент. Да, потому что они вот рядом с Техасом находятся, и такие они немножко такие, как их считают деревенщиной. Хотя они такими не являются, да. Но я помню, что там было интересного, это погода. Постоянные торнадо, постоянные вот эти ледовые штормы. Это было интересно. Интересно, да. Ну, да, вот как судьба. И вы тоже там 2 года не задержались, да? Или потом надо вам образование получать высшее, вдруг вы решили, или что? Как вы возвращаетесь в Россию? Вообще у меня там просто проблемы с весом начались. Да, потому что возраст, да? Да нет, мне кажется, просто вот эта еда американская, она же, такая, не очень натуральная. Не кушаем американскую. Да, и пытался,
Так а другие, они же тоже на этом и рождены, и они выступают, или они на постоянной диете там? Ну, видите, есть физиология, я предрасположен, да. Это я сейчас такой вроде бы в форме, да. Если я не буду заниматься какое-то время, я просто такой стану по секрету, крупненьким. какой вес нужен постоянно вам держать? Ну, у меня где-то вес такой 70-73 килограмма варьируется, да. Но это все как бы от мышечной массы еще зависит. Так вы же должны быть сильны, вы же поднимаете. Вот сейчас мы перейдем к вашему репертуару, и это же сколько надо перенести веса, да, в любом случае на 70 килограмм сколько еще мышц надо, да. Так, хорошо, у вас пошли проблемы с весом или еще какие-то личные, и вы возвращаетесь опять в Улан-Удэ? Нет. Ну, я приехал домой, побыл здесь, подумал, что дальше делать, но решил ехать в Питер. Да, вы же еще в Питере. В Санкт-Петербурге в Питере еще. Вагановская школа, Мариинский театр. Точно, мне было интересно вообще пожить в этом городе, и я знал, что там можно было научиться многому. Ну, точно. Вот вы, помимо того, что еще вас судьба как-то ведет, вы еще сами себе на уме. Называются такие вот, сам себе на уме, еще действительно нашу такую школу получить в таком большом театре. Там тоже места, там попасть трудно туда. Ну, там очень много театров, поэтому, в принципе, можно работать везде, но Мариинский театр, там Малый театр, сложно попасть. Там сложный отбор у них идет, и плюс еще, они, конечно, делают акцент на своей школе тоже, да. Если только вот какие-то прямо выдающиеся, одаренные танцоры попадают туда. Все-таки произнесли мы слово со своей беседы «одаренные». Ведь все-таки это в вашем случае артист балета или другой артист еще все равно одаренный человек, он поцелованный Богом, или еще там что-то, слышать музыку, Да, это должно очень много вещей совпасть. Да, это в первую очередь, конечно же, физика, там даже рост очень важен, профессия подъем. Да, ну и музыкальность. Музыкальность, это и тоже сейчас мы немножко даже об этом поговорим. Ведь вам пришлось потом все это еще и музыкальное получать образование, да? Ну, в смысле, вообще в хореографическом училище 5 лет мы учим музыку. Да, мы играем на фортепиано. Да, играем на фортепиано, развиваем. Да, но я помню, что в Питере я купил гитару и начал еще на гитаре немножко играть. Да. Но я знаю, что гитара очень сильно помогла, потому что именно когда в хореографическом училище я еще был ребенком, и музыку я не понимал тогда. А вот когда в Санкт-Петербурге приехал, на гитаре играла как-то гитара, там вот эти рок-группы же известные все Санкт-Петербурга. В общем, весь Санкт-Петербург. И я играл на гитаре и понял, что есть рок-музыка, разная, а есть классическая, которая даже на гитаре, она абсолютно так же звучит, как и на фортепиано. Просто немножко по-другому исполняется, ну и, естественно, оттенок музыкальный другой. Да, а это тоже важно. Когда оттенок меняется музыкальный, начинаешь музыку тоже ощущать по-другому. Слышите ее? Интересно, конечно, да. Михаил, И, конечно, все, вы заканчиваете наш институт культуры, и получается, что все, и приходите к нам в театр, да? После Нет, наоборот, получилось наоборот. Наоборот? Да. В Санкт-Петербурге я поработал, получается, женился. Да. Ну и мы с женой... Я еще спрашиваете, откуда жену-то привезли? А жена местная. Местная? Да, местная, она, получается, из Бурятии. Да? Да, вы какая-нибудь одноклассница, нет? Нет, мы познакомились в Иркутске, она училась там, получается. Ну, тоже из творческой? Да, я был там. Нет, она ветеринарный врач по образованию. Вот так соединяются творческие самые. Иногда, интересно. Ну, просто были соседями, познакомились, все закрутилось, завертелось. Уехали в Питер. А может быть, даже это еще лучше, что не из творческой семьи, она по себе, а вы сами по себе творите там, да? Ну, она по хозяйству, а я больше где-то в облаках витаю. Я и говорю, что вас-то поймать, артистов-то, это сложно, а когда по хозяйству женщина есть девушка, да. Вот мы приняли решение вернуться в Бурятию. В общем, я здесь начал работать, и уже потом отработал, не помню, 2 года, по-моему, отработал, и мы, несколько ребят из нашей труппы, решили поступить. Да, поступили в институт культуры и отучились там благополучно. Тоже у вас класс там, да? Кто-то тоже был ваш руководитель?
по тем временам. Ну, там сильные личности у нас преподавали. Протасова Лариса Иннокентьевна, да, она в основном, ну, как бы вообще содействовала многому. Многому, да, все равно. Это уже вы действительно или приходит после 10 класса, да, человек поступает в институт, или вы уже с таким опытом, да, жизненным, ну, в принципе, с творческим опытом, да? Ну да, но с опытом намного легче учиться. Конечно, да. Когда учишься, уже опыт есть, он очень помогает. Хорошо помогает, да, потому что когда ты уже знаешь все ответы на эти вопросы, да, уже, ну, как бы, там еще такая есть вещь, что вот знаешь ответ, да, еще и можешь дополнить, расширить его, да, это дает... Как преподаватели любят таких хороших этих, да, студентов, которые еще и дополняют сами. Это классно. Ну, это интересно. Это интересно, классно. И так учиться интересно, и им преподавать, да. Но спасибо нашему Институту культуры. Мы, наверное, альма-матер, это все оттуда. И близкие по духу люди, которые... И библиотека тоже, мы же как-то связаны со всеми, да. Вот, Михаил, отлично. Ну и, конечно, очень много вопросов от наших ребят мы подготовили для вас заранее, но я еще хочу о репертуаре вашем сегодняшнем и вообще, может, какая-то любимая, можно назвать роль, да, у вас же роли тоже, наверное, да? Да. Роль, или любимая, или какая-то надоела вам уже, что вы ее как по шаблону там танцуете, да? Тоже интересно, какие-то, может быть, моментики вспомните. Ну, так, чтобы прямо надоело. Бывает, надоедает именно физически работать одни и те же партии. А вот если ты один... Это праздник, да? Да, вот я один раз, допустим, раскрыл эту партию, да, в себе, я понял, вот, что как надо быть вот этим человеком там, да, или персонажем. Да, это персонаж. Да, и тогда становится интересно танцевать. Там уже даже техника отходит на второй план. Да? Да, и уже как-то само все получается, выходит. Ну, потому что это же знание, это же тоже, это же не зря же, это все классно. Вот по собственному ощущению, это как будто тело, у него есть свой разум. У тела есть, да, вот, видимо, вот, может быть, спинной мозг, и он запоминает движение, да, моторика, вот это все остается. И когда мозг отключается, да, вживается в роль, там, ты ощущаешь в себе другого человека, а тело продолжает делать вот эту технику, да, разные там пируэты, прыжки, там, да, туры. Да. Ну, вот такое ощущение просто. Ну, это так-то очень комфортно. Это комфортно, да? Да, не улетела бы голова туда под музыку, а движение другое бы сделал, да? Здесь есть какая гармония. Это же надо так собраться, да? От этого получить удовольствие, да? И в то же время не растерять вот эту всю технику и еще и музыку, да? Ну, давайте посмотрим у вас. А вы расскажите про ваш репертуар. Назовите свои роли героев. Ну, для малышей давайте начнем с сказки. Сказки? Сказки. Или что тут у вас был тут? Али-Баба, допустим, 1001 ночь, да? Ну, это, может, не сказка, конечно, но какой-то это сказка. Сказочный персонаж. Ну, сказочный персонаж. Не, ну разбойников всегда интересно исполнять. Тем более мужчинам, да? Да, особенно парням. У нас там были такие большие мечи, мы там все время и дрались. Войнушку поиграть, да? Да, и мы гримом просто себя зарисовывали. Да, у нас там и подбитый глаз, и шрамы там всякие разные. Да, это было всегда интересно. Михаил, а ты вот был прямо Али-Бабой. Я и Али-Бабой, и главным разбойником, и просто разбойником был. Да, я вообще очень много партий поперетанцевал во всех балетах, буквально. Ну, как бы, наверное, некоторые балеты нету ни одной партии, которой бы я не танцевал. Ну, мужской. Да, ничего себе, это самые сказки. Потом какое-то душевное ваше, вот такое самая такая любимая. Ну, вообще много любимых ролей, да. Но вот я хотел бы рассказать немножечко о роли Пергюнта. Этот балет, получается, Вадим Писарев, очень известный танцор, поставил. И мы его танцевали. Там, во-первых, музыка потрясающая. Эдвард Грик написал просто вот такую музыку, которая, она и для детей, и для взрослых, она просто, у него каждый, получается, каждый его... музыкальный отрывок. Он считается хитом. Ну, то есть, если человек услышит, он эту музыку, сразу узнает. И вот в этой партии я раскрылся. Ну, как-то она немножко отразила вообще мою собственную жизнь. И поэтому мне было легко вот на собственном опыте раскрыть вот этот персонаж, да, создать образ правильный. Потому что я помню, что танцевал его очень много. И собирали очень много детей. Да, в основном, потому что, ну, как бы,
это произведение, я знаю, не проходится в школе. Ну да, многие не проходят. Да. Да. Но именно в музыкальной школе вы имеете? Не, вообще в школе, Пер Гюнт. Мы не читали, да. Конечно. А вот когда я прочитал и понял, что вот такая судьба у человека, вот у него, он был очень талантливый. Да, Пер Гюнт, но по мере того, что он как бы совершал очень много ошибок, и получается его судьба куда-то утянула в ту сторону. Но в итоге как бы по балету получается он находит спасение. Да, а спасение в чем? В любви. В любви, да, ко всему и ближнему. И поэтому вот именно вот и вы этот эту любовь балет, прям показывали, да? Ну, конечно. Но этот балет, он, конечно, как бы просто раскрыл меня еще как артиста, он дополнил вот на всем том, что у меня уже было, да, он еще как бы, получается, это раскрыл вас как цветок. Да, это как был бутон, этот опыт весь, да. А вот когда я станцевал, он, получается, как цветочек раскрылся у меня. Да. И вот после этого балета я уже начал создавать партии именно вот с этим опытом. Да? Да. Ну, уже тоже это хороший опыт, конечно. Но, наверное, все-таки мы сейчас говорим, вот и нас слушают и молодые уже, еще и дети могут послушать, да. Вот когда человек растет, у него опыт, да, не надо как бы в детстве думать о том, что ой, я плохой, там у меня не получается. Вот подростки, да, переходят вот этот период, мне хотелось сейчас затронуть, что не надо себя, там, слово гнобить, да, сленг такой, не надо себя все время терроризировать, что я такой некрасивая или я не талантливая, да, все придет, все раскроется, бутон раскроется, где-то вот, да, у каждого свой, да, у кого-то в 40 лет, может быть, а кто-то и в 60 раскрывается, но в 20 человеку раскрыться очень тяжело, да, где-то вот уже к 30 годам. Ну, по собственному мнению, вот как бы, если мы берем актерскую игру, да, это все психология. Да. То есть, как ты себя настроишь, так это и проявится, да. Если, допустим, вот я иногда даже сам по себе, как-то вот у меня нет настроения, да, что-то, как-то, усталость там, или что-то в жизни там, какие-то неприятности, бывает. Да, а когда выходишь на сцену, надо это все оставить, да, и уже выходишь как бы, совершенно другой личностью. А для этого надо просто посидеть немножко, как я делаю там, помедитировать. У вас есть свои какие-то техники? Поделитесь, да? Упасть в транс. Помедитировать немножко, успокоиться и как бы напитать себя вот этой любовью ко всему, да, вот что вот к своему телу, что я его люблю, ко всем окружающим, да, как-то вот почувствовать вот теплоту, которая вот прямо от сердца, да, вот из центра тела она разбегается такая, как бы, и такое приятное ощущение создается, и все отходит, и вообще, да, и все нормально, и потом и в жизни все налаживается. Вы видите, это важно, и в жизни все налаживается. И вот вы сейчас говорите, а я себе и думаю, да, хорошо, у вас сцена, а у нас работа, да, и вот человек приходит, да, надо, да, и медитировать в любой сфере, ты врач, неважно, кто ты, да, но важно себя настроить на то, что ты сейчас будешь общаться с людьми, да, нельзя все свои негативы отдавать, да, надо как-то жить через вот эту вот красоту души. Может быть, и когда мы к вам... Вот у меня когда нет настроения, я точно бегу к вам, беру билеты, и все. И я там вместе с вами, и люблю, и это, сам все забываешь. Вот это спасибо огромное, конечно, за то, что вы несете вот это вот нам всем, зрителям. Просто у меня такая возможность сегодня вам сказать прям огромное спасибо за релакс. Вы-то там где-то настраиваетесь около, а мы уже в зале. Да? Вот. Так что еще, про Лебединое озеро расскажите. Вот еще какой-то у вас есть проект, мы, наверное, перебегаем туда-сюда. Где этот проект был, Лебединое озеро? Вы омские, там что-то вам помогали ребята? Где-то из интервью мы брали. В Лебедином озере вы танцевали? Вообще с Лебединым озером очень много связано. Да, наверное, у каждого артиста с Лебединым озером. Да, вообще у каждого артиста балета Лебединое озеро – это самый первый спектакль. Тут главный балетмейстер Омского государственного музыкального театра Надежда Калинина, где-то. Я думала, что это где-то какой-то проект был. Да, это был проект гастрольный. Мы ездили в Америку. Опять же таки, уже с коллективом. С коллективом, да. Коллектив был сборный. Он там, получается, ребята были с Украины, из Белоруссии и из России. Да, вот у нас получается такие такой есть проекты, да? И мы поехали в Америку. Да, сделали, получается, Лебединое озеро, была постановка, все это было как сделано с нуля. Да, и декорации, костюмы, получается, сама хореография.
Да, это было, ну, интересно, да. Мне было интересно поработать, вообще съездить в Америку именно на гастроли. Уже на гастроли, да? Да, потому что не живешь в одном как городе. К себе домой, да? А едешь через разные штаты и смотришь, как вообще... Так мы сейчас еще зрителям скажем, перебиваю, что 50 городов в Америке вы были? Это что? Или это что-то... Ну, не 50 где-то, да? ну, городов, наверное, 35-40. 35-40. И это вот именно с этим, да, с проектом? Да. А это вот такой проект был великолепный. Вот это да. И все, у всех Лебединое озеро. Все. Говорить можно бесконечно, да, у нас всегда в эфире время ограничено, потому что вот, если интересный человек, мы еще прибавляем 5-10 минут для того, чтобы, ну, как бы подвести итог нашего сегодняшнего разговора, Михаил, о том, что, ну, да, одаренный ребенок или стать им, да, этим человеком одаренным, это все через труд, да, можно, вообще можно любого, наверное, ребенка, но гибкость все равно не любому ребенку дано. Ну, наверное, да. Как бы трудно сказать. Конечно, есть и артисты знаменитые, известные, да, которые считаются одаренные, но у них и не было такой гибкости или там не было растяжек, да. Но у них была колоссальная вот эта сила воли. Сила воли. Да, и вот эта работоспособность, да. Прежде всего. Прежде да. всего. Если, допустим, есть гибкость, да, все данные есть, а нету трудоспособности, ничего не получится. Ничего да. не получится. А если нету данных, да, а есть трудоспособность, то получиться может очень многое. Очень много интересного, да. Ну, вот ближайшие 2-3 слова о планах. Вот вы сейчас в настоящее время танцуете, нам прийти, посмотреть, вас уже все хочется. И я такая буду, Михаил, да. Танцую. Ну, сейчас ближайшее, завтра 1001 ночь. Я танцую там, ну, маленькую партию, тоже в сказка, получается, Синдбад-мореход. Да. Ладно. Да, а потом у нас гастроли в Читу. Вы уезжаете? Едем в Читу, потом приезжаем, да, здесь тоже работаем, но пока репертуар я точно не знаю. Ну и вообще, что буду танцевать, пока не знаю. А потом едем в Иркутск. Мой родной город. Да. Иркутск. Поедем опять, уже 2 года не были в Иркутске. Ну, этот коронавирус, конечно, всех. И еще вопрос, Михаил, такой. Ну, а вы сами-то любите смотреть, ходить? Ну, это уже, допустим, в том же и Мариинский театр приезжаете, и, да, и своих. Или нету на это время уже? Не, ну вообще люблю ходить, смотреть, но времени, конечно, ограниченное. Но в основном я смотрю вот наши репетиции, которые генеральные прогоны проходят, да, в костюмах уже, с декорациями, все, да, со светом. Поэтому, ну, как спектакль смотришь. Ну, спектакль только, да, нету зрителей, я один сижу, грубо говоря, в зале. Ну, тоже интересно. Но это какая-то, почему один-то вы принимаете? Или просто пошел, посмотрел, да? Не, ну как, почему? Я, допустим, если у нас 2 состава работает, да, я иду, смотрю со стороны, как это выглядит, чтобы мне еще углубиться и понять досконально, допустим, что, где, как происходит, чтобы, допустим, в каких-то промежутках времени я на определенном месте был, да, или что-то определенное делал, ну, чтобы это было и понятно и зрителю. Ну, понятно, вы уже еще и опять и учитесь. Вот вас никак не поймаешь на то, что вы смотрите для удовольствия. Вы все время самосовершенствуетесь, вы все время делаете какие-то для себя выводы, что это нужно сделать, даже на примере другого партнера, да? Профессиональный, наверное. Да. А вообще, конечно, я наслаждаюсь. Вот, если мне, допустим, что-то нравится, естественно, я как бы смотрю с профессиональной точки зрения, да, но если что-то мне нравится, это, наоборот, греет мою душу. Иногда коллегам говорят, ой, ну он слабоват, там, да, поднял партнершу не так или еще там что-то, да, потому что мы еще в те годы были, что иногда партнершу так видно, что тяжело поднимать, да, это тоже же нужно какая-то... Ну, и техника, и сила. Техника, и сила, да. Тут у нас один читатель задал вопрос, падали иногда партнершу, в смысле, роняли вы? То есть... Нет, партнершу не ронял, но сам падал. Сам падал и неоднократно, ну, как бы, вообще я, можно сказать, часто падал. Часто. Потому что, работа такая. Ну, как бы и в зале падал, ну, и на сцене тоже. Ну, мне кажется, это ну, бывает, как сказать... перенагрузки огромные, да, и когда уже на сцене танцуешь, не задумываешься, да, а что-то пошло не так, ну что делать? Ну, летишь, упал,
очень мягенько приземлился, ничего не повредил и дальше побежал. Ну, даже фигурист падает, ничего же, мы же тоже смотрим, да? Ну да, ну это как бы... Это редко бывает. Ну, а как говорится, не научишься падать, не научишься летать. Летать, это да, поэтому, да, надо уметь падать, потому что всякое в жизни бывает. Даже на улице я иду, там зимой где-то подскользнулся, красиво раз упал, все на меня так посмотрели, как грациозно я падаю. И все говорят, это Михаил. Я дальше пошел. Михаил, на вас узнают, у вас есть свои поклонники, но все равно такой ведущий, красавец. Да. Ну, как-то по городу ходите, да, ну и не уедете. Мы хотим, чтобы у нас вот такие яркие личности оставались в Улан-Удэ, в Бурятии, чтобы вы, конечно, гастролировали, но наш театр гордился такими артистами и такими людьми. Ну, я не знаю, уехать, не уехать, но как бы я вообще хочу учиться, продолжать еще дальше учиться, не знаю, педагогика, либо балетмейстерство, потому что вот недавно я узнал, что как бы мое либретто, я написал либретто прошло отборочный тур в конкурсе. Ну еще, да, мы не поговорили о ваших конкурсах, лауреаты, это все, ну, каждый, наверное, человек получает уже, простите, в творческой уже какие-то, и участвует во многих конкурсах, у вас ведь очень много конкурсов, но мы вам желаем везде победы. Вот. Вообще сегодня удивительная встреча, вы легкий человек, и пусть у вас все в жизни будет, и как и у наших молодых людей, которые ходят в библиотеку и просто любят творчество, музыку и балет. Так что удачи вам, всего Спасибо хорошего. большое. Да. Наверное, может быть, еще когда-то и мы Михаила пригласим уже более солидного или онлайн-встречу организуем с вами. До свидания. Да? Спасибо большое. До свидания. Спасибо.